это очень важно понимать. Теперь смотрите, когда вы спите, комуслуга работает, когда вы спите, арендплата идет, когда вы спите, одежда изнашивается. Уловили? Когда вы спите, и годами ваш возраст, здоровье, все изнашивается с годами. Дети растут, эта одежда не помещается. Поэтому расходы у вас 24 часа. И никому не интересует, ты это понимаешь или не понимаешь. Это факты. Следующее. Жизнь с каждым днем становится дороже. Жизнь с каждым днем становится дороже. Например, то, что вы купили бы за $100 в 2000 году, сейчас не купите. А то, что покупали бы за $100 в 2010 год, сейчас не купите. Улавливаете? Понимаете, это будет продолжаться. Жизнь будет еще дороже. Через 5-10 лет еще дороже. И никому не интересует, тебе это нравится или нет. Ты это осознаешь или нет. Это факты. Это факты. Возможно, вы сегодня хорошо зарабатываете. Возможно, у вас есть хорошая карьера. Возможно, я не знаю, у вас бизнес есть. Возможно, ваши родители где-то работают, не знаю, в высоких должностях. И вам кажется, что как будто всю жизнь ваша будет такой солнечной. Вы глубоко ошибаетесь. Я ни разу не видел такого человека, который всю жизнь солнечной жизнью жил. Обязательно будет туман. Обязательно будет дождь. Обязательно будет. Это означает, что даже если ты сейчас хорошо зарабатываешь, нету гарантии, что через 2-3 года будешь хорошо зарабатывать. Нету гарантии. Внимание. Доход нестабильный, а расходы стабильные. Никому не интересует, ты здоровый или больной. Никому не интересует, работа нашел или нет. Никому не интересует, у тебя получается или не получается. Факт. Расходы, они постоянные. Тебе нужно каким-то образом оплатить эти. Если ты потребляешь эти услуги, эти продукты, за них надо оплачивать. Другого выхода у тебя не остается. Жизнь не остается больше выбора. Он говорит, хочешь жить, пожалуйста, научись. Не хочешь, это твое дело. Он заставляет тебя учиться через страдания. Внимание, братья. Два пути. Один путь. Либо ты человек проявляет желание, сам учится и начинает избавиться от этой ситуации. Либо второй путь. Жизнь тебя загоняет в долгах, загоняет нужду, загоняет проблемы, и тебе придется тебе учиться. Через боль, через потери, через унижение. Вообще, большинство Средней Азии, оказывается, выбирает второй путь. Через боль, через потери, через долги, через страдания. Вот так. Вот, следующее. Смотрите, вот эти расходы, они стабильны. У вас есть в жизни какие-то расходы, которые не зависят от вас. Хотите, не хотите, их надо делать. Есть такое? Даже если вы болеете, они идут все равно, правда? Даже если вы без работы остались, все равно им надо платить. Если ты даже умер, их надо все равно делать. Даже если ты умер, этих детей надо кормить. Эти расходы все равно будут. Видите, как настолько это необычно? Следующая важная вещь. Ежегодно растет количество людей, которые имеют долги, кредиты. Их становится больше. Люди, которые имеют долги, кредиты, с каждым днем их будут еще больше, ребята. С каждым Божьим днем их будет больше. Больше, больше. А что будет с вашими? Что будет с вами, если брат имеет долги? Что будет с вами, если сестра имеет долги? Сосед имеет долги? Коллега имеет долги? Что будет? Как вы думаете, вокруг вас, сколько процент людей имеют долги, кредиты? Мало или много? С каждым днем их больше становится? 10 лет назад, 20 лет назад их было поменьше. Сейчас больше. Почему? Потому что жизнь подорожает, большинство людей не успевает. Их доход не растет так, как их расходы. Их доход не растет. Это большая трудность. Дальше. Люди владеют знаниями, которые уже не работают. Наверное, вы заметили. Есть ребята, которые, знаете, 2 диплома имеют. Но эти знания уже не помогают жить. Видели такое? Люди владеют образованиями, которые либо устарели, либо уже не работают. Я повторяю. Люди владеют знаниями, которые что? Уже не работают.
Или либо они устарели, не пригодится. Например, раньше, если вы 30 лет работали в одном месте, это была стаж-работа. И стаж-работа это был капитал. Могли вам дополнить вашим доходам, вашим зарплатам, что у вас стаж-работа большая. А сейчас нет. Почему? Потому что 30-40 лет вы работаете в одном месте, а потом появится какой-то молодой, который лучше вас понимает технологию. И он больше принесет результат организацию, чем вы. И вы остаетесь невостребованными. Вообще невостребованными. Это ужас. Знаете, сегодня, что меня порадовало, когда сюда вышел? Вы замечаете, большинство молодежи учится. Классно. Это супер, ребята. Я горжусь этим. Вот, посмотрите, ветер, ряд, все молодежь. Супер молодцы, ребята. Это правда. Потому что вам надо построить свое будущее. И не верьте в то, что вам говорят наши старики. Я серьезно. А вы знаете почему? Я очень хочу сломать этот стереотип, который формировалась от наших, вот знаете, вот наши предыдущие 2-3 поколения взрослые. Например, что они формировали наши мозги? Такие плохие лозунги. Такие плохие. Хами почта курпичи додот банига когда подороску. Согласны? Это очень плохой лозунг. А что, мне всю жизнь вот так жить, что ли? А зачем? Причем родители? Почему бы самому не создать свою судьбу? Почему бы самому не бороться за это? Так? Другой. Смотрите, какой стратегия формировалась. Хаме худо на тебя намешает. Вайба худо дудаги. Интересно. А почему тебе худо не... Почему тебя наметят худо? А почему тебе не дают? Ты что, звонил, тебе сказал, тебе нет? Заявление писали, это что? Что тебе сказали, что тебе Аллах не дает, что ли? Это что, какой-то собственник? Это Аллах? Так, как получается, как... Это что, твой дядя как мэр города, что ли? Хочет подпись поставить, не хочет, нет, что ли? О чем ты разговариваешь? Ты на кого припутал? Всевышнего? Аллах милосердный. И Аллах справедлив. Аллах всегда дает любому человеку, кто искренне вкладывает усилия. И для него не имеет значения, ты кто. Прочитайте Коран. Сделали мы Иосифа, внимание обратите, Иосифа, Юсуфа, из глубины окопа мы взяли, сделали правителем Египта. И так и сделаем с каждым, кто верно служит нам. Пожалуйста, внимание. Мы так и сделаем с каждым, кто верно служит нам. Моисея мы сделали победителем над фараоном. Мы так и делаем с каждым, кто верно служит нам. Вы понимаете? Аллах очень справедлив. Если вы служите искренне, вам Аллах даст вашу мечту. Через чего Он даст? Через образование. Через знание. Потому что знание — единственная вещь, которая дает доступ к мечте. И создает справедливость в обществе. Потому что, когда приобретаешь знания, неважно, ты какой семье родился, неважно, там, ты в городе родился или в селе, где ты достигаешь мечту. Только образование, доступ к этому. Это здорово. Это очень важно понимать. Поэтому вот это стереотипы надо убрать полностью. Вот скажите, пожалуйста, у меня к вам вопрос. Вы могли бы своего ребенка не отправить в среднюю школу и сказать, и Аллах даст сам научиться? Вот не отправьте своего ребенка, не отправьте в среднюю школу. Я посмотрю. Он умеет писать, читать, если вы его не отправите туда. Он не научится. Его кто-то должен научить. Вы согласны? Его кто-то должен научить. Но я не говорю, что человек берет богатство сам или счастье сам. Нет, Аллах дает. Но Аллах дает только тогда, когда ты соответствуешь Его критериями. Когда ты соответствуешь Его уровень требований. Это похоже, что, понимаете, в любом месте. Вы какой-то организации устроитесь, если вы соответствуете требованиям, вы растете по карьере. Так? То же самое здесь. Риск Аллах дает. Это правда. Риск Аллах дает. Это похоже, что как зарплата дают. Посмотрите. Риск Аллах дает. На самом деле каждому человеку дано.
Так в Коране написано, я там почитал.